Здравствуйте, наши маленькие зрители, а также их родители. В эфире программа «Бергаляп и Ряник». Программа для тех, кто учит татарский язык. А учить его легко и весело помогают нам наши участники. Давайте познакомимся сегодня с гостями нашей программы. Сегодня у нас в гостях семья Ибраевых, Ралина и ее мама Розалия. Здравствуйте. Здравствуйте. А также Ролан Колчин вместе с мамой Ларисой. Здравствуйте. Давайте познакомимся с нашими героями поближе. С песней «По жизни» это про Ралину. Уже с 1,5 лет Ралина отличалась громким и звонким голосом, рассказывала стихотворения и организовывала концерты для всей семьи. В 4,5 года начала профессионально заниматься вокалом и уже спустя некоторое время стала лауреатом городских, республиканских и международных вокальных конкурсов. В 6 лет она открыла для себя новую страницу и начала обучение в Академии Игоря Крутого Поволжья, где активно занимается вокалом, хореографией и актерским мастерством. Сегодня Ралина в составе хора Академии выступает на крупных городских и республиканских мероприятиях, выступая на одной сцене с ведущими артистами Татарстана и России. Давайте посмотрим небольшой видеофрагмент. Но правильно я сказал, что Ралина отличается громким и звонким голосом. Ралина, я так понимаю, ты хочешь в будущем стать певицей, да? Да. А какие песни больше любишь? Ну, татарские, английские. Все. Английские? А кто из английских исполнителей тебе больше всего нравится? Рэй Чарльз. Ого, ничего себе. А из татарских? Альбина Казаханова. Ну, все понятно, потому что она твоя учительница, да? Вот так вот, нескромно. Ты очень веселая, позитивная девчонка. Откуда берешь всю эту энергию? Не знаю. Не знаю, просто мама такая или папа такой веселый? Кого ты такая? Не знаю. Ну, Ралина с самого детства такая. У нас, наверное, она больше в папу. У нас такой же активный И веселый. и веселый, да. Многие родители, узнав о том, что их дети хотят стать артистами, бывают против, потому что считают, что артист – это не профессия. Вы как к этому относитесь? Мы также очень долго сопротивлялись, честно говоря. И когда в 5 лет Ралину отдали в дошкольную подготовку, ко мне подошел куратор и сказал: пожалуйста, отдайте хотя бы вокальную студию здесь, при нашем центре, чтобы она всю свою энергию, свою активность выплескивала на занятиях вокала, а не на уроках математики. Потому что она всегда пела, танцевала, и это мешало обучению. И так мы отдали ее в 4,5 года в студию, где как раз и встретились со своим педагогом, и все у нас завертелась, так скажем, ее творческая жизнь. Ну и дальнейших творческих успехов я вам желаю. Спасибо. Удачи в сегодняшней игре. Огромное спасибо, что вы сегодня с нами. Давайте знакомиться с еще одним героем нашей программы. Его зовут Ролан. Он учится во 2 классе. Дополнительно занимается в школе рока, играет на ударной установке, учится играть на бас-гитаре, любит петь, принимает участие в конкурсах юных вокалистов и музыкального искусства по духовым и ударным инструментам. Кроме этого, увлекается робототехникой, посещает занятия изобразительного искусства и спортивной секции. Он любит животных, особенно свою собаку Боню. Он ее кормит, выгуливает, играет с ней в прятки. А еще Ролан активно проводит свободное время. Он катается на велосипеде, самокате, очень любит свой гироскутер и роликовые коньки. А зимой гуляет на лыжах по лесу. Что тебе больше всего нравится, Ролан? Отдыхать или учиться? Мне всего больше нравится учиться. А кем хочешь стать в будущем? Вот Ралина хочет стать певицей, а ты? Ну, я хочу стать в будущем в пожарном. Пожарным? А почему тебя эта профессия так увлекает? Ну, потому что, ну, людей спасать, там, тушить пожары, ехать на пожарной машине. Еще, если кошка там забралась на дерево, снимать ее с лестницы. А если собака? Ну, если собака, если она маленькая, то я бы ее снял. Хорошо. Но смотри, ты занимаешься абсолютно разными вещами. Да. Разными по стилю. Это и ударная установка, и изобразительное искусство. Как совмещаешь две противоположные вещи? Вроде бы школа рока — это такое и изобразительное искусство, где ты сидишь и спокойно рисуешь. Не, Нет? это не так. Я играю. На чем?
на барабанах, вот, и на бас-гитаре. Да, но при этом занимаешься еще изобразительным искусством, да? Вот Ну как, да. как совмещаешь две вот эти вот сложные вещи? Хожу к Риме Фаридовне. Она и помогает все это делать. Ну да. Очень хорошо. Лариса, скажите, есть вообще у него свободное время? Ну да, хватает, есть. Все зависит от ребенка, энергии много, и хочется найти такое занятие, которое потом уже перерастет в какую-то, возможно, профессию. Поэтому Ну вот, развиваем всесторонне. Его желание стать пожарным – это решение родителей или Нет, просто абсолютно какой-то- нет. Все мы с детства мечтаем стать космонавтами, пожарными. Так что врачами это для его возраста норма. Ну, я думаю, что желание не изменится, потому что пожарная очень ответственная и нужная профессия. Огромное спасибо, что вы с нами. Мы познакомились с нашими участниками. Давайте начинать сегодняшнюю игру. Тема сегодня – гончарное дело. Итак, мы начинаем первый тур нашей программы. Правила его по традиции просты. Мы записали рассуждения детей. Ваша задача простая – угадать, о чем идет речь. За каждый правильный ответ мы даем 1 балл. Вопросы задаем поочередно. С кого начнем? С Ралины. С Ролана. Нет, с Ралины. С Ролана. Давайте мы начнем. Давайте. Мама Ралины сказала и взяла весь удар на себя. Ралин, давай начнем с тебя. Внимание на экран. Смотрим и угадываем. Это профессия, когда у тебя всегда на ней будут грязные руки. Мастер, как он делает чашку, тарелку. Это человек, который работает с глиной. Так, Ралина. Гончар. Гончар. То есть человек, у которого всегда грязные руки, он работает с глиной, это гончар. Молодец, это правильный ответ. Гончар по-татарски «щульмякще». Ролан, продолжаем с тобой, смотрим внимательно на экран. Такая земля классного цвета. Черная, коричневая. Эту вещь можно найти под песком, под землей. Она похожа на пластилин, немножко жестче. Но некоторые умудряются ее намазать себе на лицо. Из него можно сделать посуду, сервиз целый можно сделать. Итак, Ролан, Глина. уверен? Да. На 100%. Да. Правильно делаешь. Это правильный ответ. Глина по-татарски «казал балщак». Ралина, готова? Продолжаем с тобой, смотрим внимательно. В одной из сказки гуси-лебеди эта штука спрятала их. В нее кладут жидкие вещи, и они становятся очень жесткими. В ней можно печь пирожки. В сказке Емеля на ней катался. Итак, Ралина. Печь. Печь. Какая? Микроволновая? Дровяная. Дровяная? Ну, неважно, какая печь, самое главное, что печь. Это правильный ответ. Печь по-татарски «мищ». Ролан, готов? Да. Продолжаем. Смотрим. Это такая вещь, там растет цветочек. В нем можно готовить всякую картошку с мясом. Эти вещи бывают для маленьких детей. Да, в детстве каждый на него ходил регулярно. Так, Ролан. Горшочек. Горшочек? Да. Ходил в детстве на горшочек? Да. На самом деле, каждый человек в детстве туда ходил, правильно сказала Самира. Это горшок. Совершенно верно, 1 балл тебе. Горшок по-татарски «щульмяк». На очереди 5-й вопрос первого тура. Ралина, Ролан, берите игрушки в руки. Прямо сейчас нужно будет до конца досмотреть вопрос. Обязательно до конца. После этого, кто первый нажмет, тот и будет отвечать. Готовы? Да. Смотрим. Это помещение, где люди творят. Там мастеры изобретают все, что хотят. Доспехи новые могут придумать там. Это где человек работает, делает всякие штучки. Это такая комната, какой там строят строители. Итак, что же это за место, где работает гончар? Ралина была быстрее. Это мастерская. Мастерская, совершенно верно. А знаешь, как будет мастерская на татарском? Нет. А я сейчас скажу. Мастерская по-татарски – это остахана. Мы завершили первый тур нашей программы. Пока впереди Ралина. Ролан, не расстраивайся, еще второй тур
Есть. Есть возможность отыграться и заработать большое количество баллов. Мы продолжаем нашу программу. В эфире программа «Бригада Пирамид». Прежде чем мы продолжим, давайте вспомним слова, которые мы сегодня выучили. Ралина, как будет по-татарски гончар? Шульмекше. Хорошо. Ролан, глина. Балчок. Балщак. Казал балщак. Хорошо. Ралина, печь. Миш. Дерез. Ролан, тебе слово горшок. Шульмек. Шульмяк, умница. И, Ралина, тебе достается слово мастерская. Остахана. Остахана. Именно так. Мы повторили слова, пора приступать ко второму туру. Уважаемые участники, уважаемые команды, сейчас на экране появятся картинки. Нет, игрушки вам пока не нужны. Сейчас на экране появятся картинки. Ваша задача запомнить, где какая картинка находится. У вас на это будет 15 секунд, а потом каждому из вас я буду задавать вопросы. Готовы? Да. 15 секунд, время пошло. Итак, время вышло. Если в первом туре мы начинали с Ралины, Ролан, теперь начнем с тебя. Первый вопрос тебе. В какой ячейке находится мастерская Остахана? Во второй. В третий. В третьей или во второй? Какой? Всего 9 цифр, нужно выбрать одну. Так, Лариса, помогайте. В четвертый. В четвертой? Четвертый и Ну, в четвертой. Девятый. Все, я принимаю твой Пятый. ответ. 9 девятый. Четвертый, пятый или девятый? Девятый. В девятый. и 9. Принимаю этот ответ. Давайте откроем ячейку номер 9 и посмотрим. Там действительно находится мастерская Остахана. Молодец. Ралина, где находится горшок Шульмяк? Бар. Береншесан. Точно? Может, 9? Точно 1? Хорошо, не буду спорить. С девушкой спорить бесполезно. Открываем ячейку номер 1, проверяем. Там находится горшок Шульмяк. Молодец. Ролан, где находится гончар Шульмякше? Вторая. Вторая, с подсказкой мамы принимаю этот ответ. Открываем ячейку номер 2. Там находится гончар Шульмякше. Ралина, где находится глина Казалбалщак? Одну цифру. 33. Ну, 5. 5. 5. Точно. 5. Розалия, согласна? Да. Открываем ячейку номер 5. Там находится глина. Ралина, хотела себе когда-нибудь такую маску из глины? И на очереди 5-й вопрос второго тура. Его мы разыграем с помощью наших игрушек. Берите, пожалуйста, их в руки. Как только я задам вопрос, кто первый нажмет, тот и будет отвечать. Внимание, вопрос. Где находится печь? Ралина была вновь чуть быстрее. 8. 8. 8. 8. Я принимаю этот вариант ответа. Открываем ячейку номер 8. Там находится... Горшок. Горшок. Это неправильный ответ. Давайте узнаем, что же ответит нам Ролан. Шестая. Открываем ячейку номер 6. Печь, Миш, молодец. 1 балл достается тебе в этом туре. Вот так вот неожиданно поворачиваются события в нашей игре. И счет после второго тура 5-5. Все решит третий тур нашей программы. В эфире третий тур нашей программы. Прежде чем мы продолжим, давайте вспомним слова, которые мы сегодня выучили. Гончар, шульмякше, глина, казалбалщак, печь, миш, горшок, шульмяк, мастерская, Остахана. Задание третьего тура – это ребусы. Сейчас на экране появятся 3 картинки. Тот, кто первым догадается, какое слово их объединяет, нажимает на игрушку. И с тем мы будем разговаривать. Хорошо? Да. Готовы? Да. Внимание! Ребус на экране. Кто первый догадается, нажимает на игрушку. Ралина первой нажала. Печь. Почему так думаешь? Потому что с этой штучкой достают кашу. С какой из печи. штучкой? Ну вот Последнее. Последняя штучка. Кашу пекут. кашу пекут, Варят. варят Так. в печи. А третья картинка? А третье наугад. А третья наугад. А есть другие варианты?
Ролан, Горшок. почему горшок? Каша в горшочке, потому что... Так. Ну, этот инструмент, который варит кашу, и потом... Который из этих инструментов? Который достает. Который достает Горшок из печи. горшок из печи. Так, а знаешь, как он называется? Нет. Это ухват. Ухват. Да. А картинка, которая слева внизу? Слева внизу Гончарный гончарный стол. станок. Гончарный станок, совершенно верно. Я принимаю оба варианта. Внимание, правильный ответ. Эти три картинки объединяет горшок. Я вас поздравляю, Ролан, ты молодец, 1 балл уходит тебе. Но это еще не все, у нас есть второй ребус. Готовы для второго ребуса? Тоже так же. Появляются три картинки. Как только кто-то из вас догадается, о чем идет речь, нажимает игрушку. Хорошо? Хорошо. Итак, 3, 2, 1. Ребус. Смотрим. Это горит. Так. Ну, скажи. Какое слово объединяет все три картинки? Глина, Ролан. Глина. Глина. Почему? Потому что, ну, как вот... не глина. Печь. Почему? Нет, подожди, почему глина? Ты сказал глина. потому что кирпич же Из глины. из глины, и если положить его в огонь, она, как бы сказать бы, застынет. Так. И потом из печи выходит пар. Поэтому глина. Давайте узнаем, что думает Ралина. Печь. Почему печь? Потому что в печи огонь. Так. Из печи дым идет. И кирпич делает, обжигает печи. в печи. Кирпич обжигать в печи. Да. Или Ну вы и хотели сказать, что кирпич делают из печи? Нет. Печь делает из Печь кирпича. делают из кирпича. Внимание, правильный ответ. В этом ребусе все три картинки объединены словом печь. Мищ. На этот раз Ралина была права. Молодец. Ну а теперь пора подвести итоги игры. Сегодня в нашей игре побеждает Ролан и Лариса, а также Ралина и Розалия. У нас ничья сегодня. Я вас всех поздравляю. Вы большие молодцы. Вот так вот радуются наши сегодня участники. Ну, раз у нас ничья, значит, подарки достанутся всем. Сегодня нашим участникам мы дарим пригласительные билеты в контактный зоопарк и парк тропических бабочек. Я надеюсь, что вы получите колоссальное удовольствие от посещения и придете снова к нам на игру. Договорились? Да. Спасибо. Отлично. Ну, а наша программа подходит к концу. Уважаемые телезрители, огромное спасибо, что это время вы провели вместе с нами и с пользой. Учите языки, никогда не забывайте свой родной теллерный ирянегис, туган телне бер качанда онотмагыз. На сегодня мы с вами прощаемся. До скорых встреч. Пока-пока. Пока.